Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Близится 24 декабря, когда католики отмечают Рождество. И всех католиков я хочу поздравить с наступающим Рождеством. Правительство Словении планирует с нового года ввести новый налог на недвижимость. Собственники, у которых во владении более одного объекта недвижимости, будут получать налог в размере 2% на дополнительную собственность. То есть недвижимость, в которой проживает и зарегистрирован собственник, будет облагаться налогом в прежних размерах, а на дополнительную недвижимость налог составит 2%. Таким образом, правительство Словении планирует получить дополнительный доход в бюджет около 1 миллиарда евро. И тем самым за счет этих средств начать новое строительство и улучшить инфраструктуру. Также за счет этого налога они хотят побудить собственников сдавать свои пустующие квартиры. По статистике в Любляне пустует 14 тысяч квартир. Но оппозиция и специалисты в сфере недвижимости утверждают, что нельзя опираться на статистику, так как в эту статистику попадают квартиры, просто непригодные для жилья. Также оппозиция утверждает, что в первую очередь нужно улучшать права собственников. Сейчас квартиры не сдают из-за того, что собственник не защищен, так как очень сложно выселить неблагонадежных арендаторов. Этот налог считается чрезмерно высоким. Если сравнивать опыт других европейских стран, то такой налог должен составлять всего лишь 0,5%. Как вы думаете, улучшит ли этот налог ситуацию на рынке недвижимости? Появится ли больше квартир и станут ли они более доступными? Ассоциация пчеловодов Словении Čebelarska zveza Slovenije провела впервые в городе Копер первый европейский конкурс на оценку меда. В этом конкурсе участвовало 114 образцов меда из 11 европейских стран. Мед оценивали по 5 категориям. За лучший цветочный мед получила награду Словения. За лучший каштановый мед – Словения. За лучший лесной мед получила награду Словения. За лучший липовый мед получила снова Словения. За лучший акациевый мед получила Хорватия. Видимо, в этой категории Словению просто засудили. Хочу от себя добавить, что в Словении действительно невероятно вкусный мед. И где бы вы его ни купили, он будет высочайшего качества. Видимо, кроме акациевого. Трое неизвестных вскрывали автомобиль на одной из парковок Любляны с целью ограбления. За этим делом их застал приятель владельца автомобиля и попытался задержать. Завязалась драка, и в ходе этой драки один из грабителей ранил ножом свидетеля. После этого трое грабителей попытались скрыться. Свидетелю, несмотря на ранение, удалось вызвать наряд полиции. Полиции удалось по горячим следам задержать двоих грабителей. Ими оказались молодые 22-летние граждане Марокко, которые ожидали статус международной защиты. Конечно же, они сдали своего третьего подельника, и сейчас им грозит тюремный срок. Интересно, получат ли они в итоге статус международной защиты или все-таки нет? С Нового года владельцев автомобилей ждет не очень приятный сюрприз. В центре города Любляны парковки по выходным становятся платными. Муниципалитет Любляны планирует таким образом снизить автомобильный поток в центре Любляны и побудить людей пользоваться общественным транспортом. Ну и, конечно же, дополнительные деньги в бюджет никогда не будут лишними. Хотя, на мой взгляд, в центре Любляны по выходным и так пусто. Также планируется сделать платной парковку в районе зоопарка. А это, мне кажется, очень жестоким, так как родители гуляют вместе с детьми в зоопарке целыми днями. Хорватские полицейские на границе с Боснией остановили автомобиль с австрийскими номерами для проверки документов. Рядом с водителем на пассажирском сидении находилась женщина, которая ни на что не реагировала. Полицейские спросили водителя, что с вашей пассажиркой, на что он спокойно ответил, что она просто спит. Полицейские, не поверив ему, пригласили специалиста.
Специалист констатировал, что женщина уже какое-то время мертва. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств. Мужчиной оказался гражданин Австрии. Он не находился в родственных отношениях с пассажиркой. Оказывается, он был ее опекуном, и они отправились вместе на короткий отпуск в Боснию, где женщина умерла по естественным причинам. А мужчина, чтобы не тратить деньги на транспортировку тела, решил ее вывести таким образом обратно в Австрию. Вот она, австрийская практичность. В маленьком тихом славянском городке Брежице обнаружили бесхозный чемоданчик на колесиках. Вызвали полицию, оцепили территорию и перекрыли дорогу. На место происшествия была вызвана команда саперов, которые на всякий случай провели контролируемый взрыв чемоданчика. В итоге в чемоданчике опасных вещей не обнаружилось. У меня в голове сразу рисуется картинка, как по парковке летали чьи-то личные вещи. Так что не советую вам забывать свои личные вещи в общественных местах. Ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +1 до +4 снег. Алиса, спасибо большое. Без проблем. Помогать вам мне в удовольствие. Друзья, если, конечно, Алиса не наврала, то к нам наконец придет снег. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!